бег вот самый доступный вид спорта, да, вот. Можно в любое время, главное, чтобы экипировка была, да, вот. Кроссовки. Говорили же еще, что это самый дешевый вид спорта. Да, а мы потом начали смотреть цены на часы Garmin, кроссовки Гель-Каяна. Оказалось не так. Это оказалось недешево. С 3 до 8 вот вырабатывается тестостерон. В это время надо тренироваться, тогда вот. Результаты появятся. Самая первая ошибка, они не контролируют пульс свой. Вот. Выходят и бегут по ощущению. А по ощущению это обманчиво. Человек работает, ну, в основном, как я вижу, да, они работают на очень высоком пульсе. Получается, медленный бег должен быть, да, если пульс сильно завышенный, то это надо начинать с медленного. Это мы начинаем тренировать в первую очередь сердце. Самый главный, да, у нас вот мотор, да, сердце. Если мы правильно тренируем сердце, тогда у нас будет результат. Это самый базовый минимум, как говорится. Всем привет и добро пожаловать в наш новый эпизод «Твоя беговая история». И сегодня вас приветствует я, Настя и Таня. И мы очень рады приветствовать нашего гостя, мастера спорта России по легкой атлетике, ультрамарафонца и главного тренера бегового клуба «Мастер Мо» Александра Маеда. Мы рады вас приветствовать и спасибо большое, что вы согласились сегодня к нам прийти. Вот, вы ультрамарафонец, мастер спорта, у вас колоссальный опыт спортивный большой, и поэтому для нас это большая честь, да, сегодня, что вы пришли к нам в гости. И первый вопрос, с которого мы бы хотели начать. Расскажите, пожалуйста, как начался ваш беговой путь в легкую атлетику, во сколько лет вы открыли для себя бег? И я недавно прочла, буквально вчера, в одном интернет-издании, что, оказывается, вы занимались тэквондо. Вот, расскажите, пожалуйста, про ваш путь в спорте. С чего начался бег? Ну, так, всем добрый день. Спасибо, что пригласили. Вот. Ну, хочу вот поделиться со своей спортивной карьеры, опыта. Вот. Я именно, до бега чуть-чуть расскажу. Я раньше занимался, учился в Институте физической культуры и спорта в ЕГУ 5 лет на тренера по тэквондо. В 2008 году я закончил и чуть поработал тренером по тэквондо в ЕГУ тогда. Студентов тренировал тоже. Вот. Потом где-то в 2012 году я начал заниматься ушу саньда. Вот. Ушу саньда тоже, в это время я уже работал и совмещал тоже работу и вот именно ушу саньда. Вот, ушу саньда, там время 7:30 тренировка, я где-то тренировался 1 год, участвовал также на соревнованиях на чемпионате республики, чемпионате города Якутска, вот, занимал первые места тогда. И потом вот как-то стал вопрос с семьей, да, вот, работа, потом тренировки вот поздние, 7:30, я домой приходил ближе к 10. Вот. И это вот жена начала говорить, что меня нету дома, поэтому мне ближе было к единоборству. Потом подумал, вот, надо найти другой вид спорта, чтобы уделить время к семье. Вот. И поэтому потом я в это время на работе проводились всякие соревнования, именно вот, начиная с лыжных гонок среди правоохранительных органов. Вот, я там участвовал весной на лыжные гонки, также вот занимался лыжными гонками. Потом летом мы участвовали на служебном биатлоне, стреляли, там бегали, стреляли с пистолета Макарова. Вот. Потом осенью у нас спортивное ориентирование, с картой бегали по местности. Вот. Я там познакомился со своим тренером Василием Афанасьевичем Спиридоновым. Вот они были тогда
легендой, сейчас легенда. Главный Вот. тренер Да, Республики да, Саха-Якутия. по главный легкой тренер атлетике. Республики Саха-Якутия, мастер спорта международного класса. Вот, я с ними вот постоянно пересекались вот на соревнованиях, вот этих соревнованиях Динамо, общество Динамо. Вот. И он как-то пригласил меня к себе на тренировки. Тоже вот именно заниматься легкой атлетикой. Мне вот с детства нравится бегать, но в школе у нас не было легкой атлетики. Я занимался вольной борьбой, перетягиванием палки и так далее. И спортивные игры тоже. Вот. Потом я вот к нему пришел, и вот в 2017 году я начал бегать. Бег вот самый доступный вид спорта, да, вот можно в любое время, главное, чтобы экипировка была, да, вот, кроссовки. Говорили же еще, что это самый дешевый вид спорта. Да, а мы потом начали смотреть цены на часы Garmin, кроссовки Гель Каяна. Оказалось, не так. Это оказалось не дешево. Потому что я тоже занималась же на самом деле джиу-джитсу. У меня, правда, не, у меня сколько, я получила этот оранжевый пояс. Вот. И это мне показалось даже дешевле, чем готовиться к бегу. Там ни часов не надо. Купила просто кимоно, и все, и ходишь на тренировки. Да. Тэквондо тоже так же. Вот. Потом в 2017 году, с января, мы начали тренироваться уже. Готовились на игры Манчары в Верхневилюйске в 2017 году. Полгода тренировались. Но тогда я весил 70 килограмм. Для меня это было много, да? Много, ага. Обычно я на соревнованиях участвую на 58 килограмм по тэквондо, по ушу саньда 60 килограмм. 70 это был перебор для меня. Вот поэтому я начал бегать. И тренировки именно вот по бегу тренируемся мы обычно утром. Когда вот семья спит, с 5:30, 6 начинаем тренировку. Вот. И вечером мы, получается, с семьей уже дома. Ага. Это вообще же идеально, на самом деле. Я тоже думаю, что для меня вечером очень поздно возвращаюсь, 10, вчера вернулась. Вот, поздно, поэтому. И вот, как говорят спортивные врачи, самое вот хорошее время для тренировки – это утреннее время. С 4 до 8 вот вырабатывается тестостерон. В это время надо тренироваться, тогда вот результаты и все вот это, как тело, вот организм, свежий, да, утром, а вечером уставший, еще на тренировку надо идти. Если любители после работы приходят, да, обычно. Вот. Я когда только пришла в беговой клуб, у меня было такое сопротивление вообще в 5:30 куда-то идти, еще бежать, а сейчас я уже привыкла. И это реально больше времени экономит как будто. Да. То есть ты тренируешься с утра и уже весь день делаешь, как обычно. И голова не болит, о тренировке уже не думаешь. А когда тренировка вечером, то целый день ходишь на работе и думаешь, еще вечером на тренировку надо, уставший. Там работы делать, интервалы, фортлейки, да? Кажется, вечером уже вообще ничего не остается. И действительно время для семьи, вот как-то у меня муж все время говорит, вот ты в среду, в пятницу тренируешься, еще в воскресенье уходишь, как бы 3 раза в неделю уже это. А вечером я тоже прихожу после работы, и как будто бы у нас и целый день нет, и вечера уже нет. Да, и только остаются выходные дни. Вот, такие тоже, в семье тоже возникают такие вопросы, поэтому надо что-то думать, найти этот выход. Вот. Действительно. А в какой момент вы поняли, что хотите стать тренером? Тренером я это уже поздно. Вот сначала я для себя тренировался на результаты, да. После этого проходили с тренером весь этот этап, да, тренировочный, начиная обычных кроссов, да, и до больших соревнований. Говорят же, спортивные игры, Манчары, это Якутская Олимпиада. Вот. Мы к этим соревнованиям очень упорно готовились, выезжали на сборы в Кисловодск, в Киргизию выезжали на сборы.
сборы очень много и дают тоже. И вот именно тренерством я начал заниматься, сейчас скажу примерно, 2022 года, что ли, где-то, 21-го. Ага. У меня там было пару парней, вот с ними я работал. И потом уже вот с этого года я начал уже, ну, Любителей брать, да? ага, начал набирать группу. И вот именно клуб уже полноценный организовал. Вот. И какие ошибки чаще всего совершают новички, и вообще как избежать этих ошибок? Ну вот, самая первая ошибка, они не контролируют пульс свой. Вот. Выходят и бегут по ощущению. А по ощущению это обманчиво. Человек работает, ну в основном, как я вижу, да, они работают на очень высоком пульсе. 160 там. Кто-то вообще там до 180 разгоняет пульс. После этого идет отвращение организма. Уже на следующий день они уже, ну, некоторые говорят, бег это тяжело, потому что вот неправильно тренируются. А если правильно тренироваться, то такого нет вообще. Бег будет в удовольствие, да, в если удовольствие, бегать да. по пульсу, да? Должно быть вот желание, чтобы прийти на следующий день также, вот, с таким же настроением, вот, и мотивацией, да, вот. Если вот бегать на низком пульсе, человек, вот если человека вот смотришь, да, визуально, человек, если работал на высоком пульсе, у него в первую очередь сразу, ну, лицо становится красным. Вот это первый этот. Ну, то, что он неправильно тренируется. И потоотделение, да, вот тоже очень много потоотделения выходит. Это из-за неправильной тренировки. Вот. Поэтому я очень обращаю внимание на пульс. Вот. То есть получается медленный бег должен быть, да? Если пульс сильно завышенный, то это надо начинать с медленного. Это мы начинаем тренировать в первую очередь сердце. Самый главный, да, у нас вот мотор, да, сердце. Если мы правильно тренируем сердце, тогда у нас будет результат. И человек, когда постоянно работает на высоком пульсе, он скоростные не может сделать, потому что сердце, ну, не выдерживает нагрузки. А если будем постоянно тренироваться на низком пульсе, сердце постепенно работает, ну, правильно и качает много крови. Из-за этого он, как мышца, он развивается и становится больше, и больше крови качает. Я, кстати, слышала, что у бегунов пульс покоя очень низкий. Да. Но если правильно тренировать, да, пульс очень низкий. А ближе к соревнованиям пульс падает, ну, у меня, например, до 45, до 47. Ага. Это утром, когда я только пробудился и начинаю мерить пульс. У меня вот покой где-то 47 выходит. Но так Это еще и тренированное должно быть. сердце. Ага. Да, это потому что сердце же не должно изнашиваться на самом деле. Да. То есть вот если такие бегать все время на пульсе там Да. 170, 180, Да. 190, то это же изнашивается Да. наш мотор как бы. А я до того, как прийти в беговой клуб, за пульсом вообще не следила и бегала типа 170, 160, наверное. А сейчас я бегаю с пульсом 130-140, но с супер медленным темпом зато. Ну, тренируем сердце. Все приходит, да, с опытом? Да. Со временем все. Постепенно надо начинать. Мы тоже так же начинали, тоже постепенно тренировали сердце, делали, ну, нарастающе. А как вы помогаете ученикам не выгореть и сохранить любовь к бегу? Ну вот то, что вот я сказал, контролировать пульс, да, вот из-за этого вот начинается любовь к бегу. Если вы правильно бегаете, то у вас появится мотивация прийти завтра, вот, ощущение, вот, по самочувствию. Вот. А есть ли у вас любимый инструмент в тренировочном процессе? Интервалы, темповые, силовые? И почему именно он? Ну вот вначале мы делаем базу, вот я набираю новичков, да,
сначала делаю базу, например. Тренируется по времени, например, не на километр, а по времени, например, 40 минут, например. Кого-то 30 минут. Вот так начинаю постепенно. Также делаем ОФП. ОФП это база тоже. Вот. СБУ, наверное, да? Ага. Специально. СБУ это тоже постепенно начинаем тоже делать. От легкого к сложному тоже так же, чтобы человек не переутомился, а ушел также, чтобы прийти завтра. Потому что вот я, например, тренировалась до этого года сама. И вот буквально где-то месяц назад, даже меньше, наверное, недели 3 назад, я вступила в Савин Тим, к Роману Савину, в клуб беговой. Потому что я поняла, что я до этого сама бегала, и у меня вообще прогресса нет. Там, я чувствую, что я застряла на времени там 6:37, там, в лучшие в соревновательные там у меня может быть там 6:15, 5:45, но это тоже у меня там высокий пульс, и мне приходится очень сильно перенапрягаться. Хотя я слежу за пульсом, я вот бегаю сама на улице, например, и всегда смотрю там, чтобы у меня не было там выше 150, например, да. Вот. Но я сама по интернету пыталась сделать СБУ, пыталась сделать какие-то тоже ОФП, вот все это по интернету, но у меня как-то такого прогресса вообще не было. И я подумала, что, наверное, в беговом клубе я буду делать какие-то интервалы, фортлеки, и как-то, может быть, приду к какой-то вот этой форме, когда у меня будет прогресс. Получается, что прогресс достигается за счет комплексного подхода, да? То есть не только за счет беговых тренировок, да? Вот постепенность, да, говорю. Вот. И тоже вот мы, например, распределяем вот, дни недели же есть. Есть длительные, есть скоростные, есть ОФП, есть СБУ. Вот это все постепенно по дням мы распределяем, и вот поэтому мы идем поэтапно тоже. И постепенно также потихоньку потом прибавляем объема. Действительно. И самое главное вот, для тренера, да, вот, образование. Вот, обязательно должно быть образование, чтобы заниматься людьми, это же здоровье людей. Поэтому, чтобы тоже правильно тренировать, надо к этому не так же просто там отучился там, переподготовку какую-то там. На курсах, да? 3 недели там или сколько. А это надо годами же учиться. Фундаментально. Да. Вот, например, мы в Институте физической культуры и спорта, мы сами вот проводили соревнования, тренировки, вот, например, да. Возьмем, например, волейбол. Мы тоже бассейн, волейбол, вот это все мы проходили, конькобежный спорт. Легкая атлетика, все это мы проходили, и мы нас учили, как надо тренировать именно, да, вот это постепенность и вот и пульсы, вот это все, вот это регулировать, постоянно смотреть по пульсам людей, своих. И проводились именно для однокурсников, именно, например, урок. Вот, мы это делали план-конспект, все поминутно, все вот это расписывали, что да как, что зачем идет и так далее. Вот. Сначала подготовительная часть, основная часть и заключительная часть. Вот это все в программе, все вот. И вот так человек, тренер набирает опыт. Вот. Не просто же так пришел и потренировал и ушел. И тренировки должны проходить, как сказать, не в одной, а разнообразно должно быть все, чтобы интересно было людям. А то на одно и то же, это тоже не дело. Надо подходить к этому творчески, индивидуальный подход найти. И каждому надо работать индивидуально, с каждым учеником. Вот. Это действительно так. Вот. И хотела бы спросить, что вы считаете главным показателем прогресса? Это скорость, дистанция, самочувствие, регулярность и почему? Вот прогресс за счет чего достигается? Вот некоторые, например, тренируются, любители, например, они тренируются самостоятельно, да, вот. Они постоянно просто бегают лайтово, да, вот кроссы чисто. А для прогресса нужны это интервалы,
ОФП, барьеры, вот это все, да. И за счет вот интервалов человек прогрессирует. А если постоянно на медленном пульсе бегать, тоже прогресса не будет никогда. Потому что организм привыкает к этому, и прогресса не будет никогда. Постоянно надо новую планку, да? Постепенно надо идти, увеличивать объемы, вот скоростные делать. Вот тогда только будет прогресс. А какую роль в тренировке спортсмена играет сон, питание и режим дня? Самое главное у нас дисциплина, в первую очередь, и самодисциплина, да. Вот. Надо вовремя ложиться спать, от 10 до 5 часов утра вырабатывается гормон мелатонин. Это восстановление у нас. Самое в первую очередь у нас сон. Сон должен быть качественным. Есть же там в часах, вот, например, показывает качество сна. Легкий сон, глубокий сон. Если у человека глубокий сон хороший, у него будет работоспособность выше, чем кто, например, уснет там в час ночи. Некоторые же так ложатся в час ночи, потом приходят в 6 утра и начинают тренироваться, у них пульс высокий, например. Работоспособность сразу снижается, вялость, вот это. Поэтому вот мы уделяем большое внимание на восстановление. То есть получается, чтобы тренироваться, чтобы достигать каких-то результатов, нужно всю жизнь перестроить под бег, да? Да, то есть именно. сон, питание, да? Дисциплина должна быть. Ну, если вы тренируетесь в 5:30, то автоматически Хочешь спать уже спать, 9, да? 9 часов. В 9 часов мы ложимся, стараемся, по крайней мере. Да, для начала это тяжело, но Потом человек все равно привыкает, человек к всему привыкает. Некоторые вот ложатся в час ночи, да, и потом они просыпаются, например, 9, это 8, да, 7. Они идут на работу не выспавшиеся все равно. Организм не восстановился полностью. А когда вы держите, например, время, да, например, сна, контролируете все это, тогда у вас восстановление также будет быстро. Также вот для восстановления есть в тренировочном процессе баня, массаж, вот это тоже входит на восстановление. Потому что после физических нагрузок организм тоже, мышцы тоже устают. Их надо чтобы восстановление быстро прошло, не надо тоже на это уделить внимание, массаж, баня, чтобы восстановиться. Я один раз ходила в баню, мне прям очень понравилось, то что после парилки как-то все очень сильно расслабляется. Без бани так бы не расслабилась, мне кажется, все. Еще там в бане мы делаем это веником. Вот это тоже очень сильно помогает для восстановления. Токсины выходят же из организма, Да. на самом деле, да? А я вот хотела добавить про сон. Вот у меня очень большие проблемы со сном. Я не знаю, верите ли в это, что есть люди, которые жаворонки, и люди, которые совы. Вот я, по-моему, отношусь к совам. У меня всегда моя работа, моя жизнь, почему-то у меня все тренировки там по танцам, по бегу всегда почему-то вечерние. Танцы вообще у меня начинались в 9 вечера и заканчивались в 11. Я приходила в 12, пока душ, пока подготовка ко сну, я засыпала, как вы говорите, в час. Если это была пятница, то в субботу я просыпалась, наверное, где-то к 10, к 11. И у меня было такое ощущение, чувство потерянности уже дня. То есть я уже как будто потеряла вот это утро там. Разбитое состояние было да. такое. И вот, как бы сказать, действительно, мне кажется, что если тренироваться, то, наверное, надо подбирать такое время, где тебе чисто биологически, да, это время будет подходить тебе. Вот утреннее время пока для меня сложно. Летом еще ладно, летом как-то солнце у нас, да, рано встает, там, сколько у нас, в 4, да, в 3 уже там как бы рассвет, да, в 5 утра даже можно встать, да, например, бегать. А вечером, туман же у нас, утром туман, я выглядываю в 9, 8, да, и смотрю, все в тумане, все темно, полярная ночь, и я такая думаю, боже, вообще выходить никуда, я охоту закрываю и дальше сплю, как бы такое ощущение у меня. Я раньше тоже единоборством, у меня же все по времени,
и тренировки поздние. Я тоже так же ходил. Но когда пришел в бег именно, вот, я перестроил свой организм. Ну, человек перестраивается, как говорится, ко всему, да. Поэтому я вот перестроил свой организм, и у меня тренировки пошли уже утренние часы. Я тоже так же думал. И это же не только ты сам перестраиваешься, а как бы вся семья еще. И как бы у семьи тоже, получается, появляются привычки здоровые. Типа засыпать рано, просыпаться рано. Вот у меня сын, например, ходит в садик. Он когда поздно, после 10-11 ложится спать, он весь разбитый, он не хочет в садик, он не выспался, потому что дети очень много спят, они восстанавливаются за 10-12 часов. Да. Поэтому дети должны спать так же рано, например, 9-10, да. Вот. И они уже 7:30 просыпаются, уже бодрые, сами уже просыпаются и идут с хорошим настроением в садик. А когда вот поздно, и вся семья вот тоже, все разбитые утром, кто-то не хочет в садик, кто-то в школу, вот. А когда вы все перестраиваетесь, вообще все нормально. Вот. И какую одну привычку вы бы порекомендовали каждому бегуну внедрить уже завтра? Вот новая привычка. Самодисциплина. Самодисциплина, да? Самое главное. Говорят же то, что мотивация заканчивается, а дисциплины нет. Я вот вчера буквально, когда готовилась к подкасту, прочитала о вас, о том, что в январе этого года вы заняли первое место в ультрамарафоне, марафон Олонхо, полюс холода, на дистанции 50 километров. Вот. Вы пробежали 50 километров минус 50 градусов. Расскажите, пожалуйста, про специфику зимнего бега, о том, как подготовить организм к зимнему бегу. Вот. Потому что у нас в Якутии зима — это 6-7 месяцев, для тех, кто не знает, да, возможно, нас будут смотреть люди из других регионов. Это 6-7 месяцев зимы, и мы бегаем обычно в это время в манежах. Потому что за окном температура где-то минус 40-45, в Якутске, по крайней мере, где-то в северных улусах она может быть еще ниже. Вот. И как вот можно себя подготовить к зимнему бегу, вот специфика зимнего бега? Вот я в полюсе холода Мекон первый раз хотел выступить в 2021 году, но из-за ковида у меня не получилось, потому что семья заболела, дети заболели, и мне пришлось отказаться. Тогда было только 42 километра. Потом на следующий год я поехал на марафон. Тогда был только марафон 42 километра, 50 еще не было. Вот. Я туда поехал и участвовал в марафоне. Тогда было минус 51 градусов. Вот. А именно вот тренировка зимой, да, вот. Если хочешь выиграть, надо тренироваться, выходить из зоны комфорта, тренироваться именно на улице. Ну, в таких же условиях, как и там будет на соревновании. Поэтому я все кроссы, все длительные бегал на улице. Ну, с осени вот я начал, и я не переставал, постоянно тренировался на улице. И манеж я заходил только когда делал скоростные работы. Вторник и пятницу я там только заходил и делал скоростные работы. Вот. А основные длительные 35-40 километров я бегал на улице постоянно. И все это время я тестировал одежду, как я побегу на соревновании полюс холода и Мекон. Вот. И постоянно надо тестировать одежду. У нас в Якутске холоднее было, тогда минус 52 было самое вот холодное в то время. Я вот минус 52 бегал на улице. И по одежде, ну, я выбрал куртку. Сначала бегал в синтепоне. Синтепон, он промокает, потом после 15-20 километров человек, ну, потеет же, да, выходит, конденсат и так далее, вот, начинает потом замерзать обратно. Продувает. Ага. И одежда вот
надо выбрать такую одежду, которая вот не продувает, именно вот держит, не пропускает холод, да, вот ветер, холод. Вот. Это базовые слои, наверное, да? Термобелье. Ну, сначала внизу у меня обычно 2 слоя. Я начинал с 2 слоев, минус 20, там 25, в 2 слоях до 30. А потом постепенно, ну, уже по погоде я уже прибавлял там 3 слоя. Самое максимальное это 4 слоя одевал, ну, в штанах. Я бегал в штанах, тонких, обычных летних штанах, зато у меня было там 3 слоя. Сначала тонкий слой, потом флисовый, 2 флисовых слоя и штаны обычные, спортивные. А есть еще штаны, которые вот флисом толстые, которые, но они не пропускают, а просто сковывают движение. Потом со временем, когда вот длительно бегаешь, там внутри конденсат образуется, и там все, весь в льду, весь лед. Когда вот прибегаешь 35 километров 40, внутри здесь в штанах весь во льду бывает конденсат. Вот. Из-за этого я бегал в тонких. Они, во-первых, не сковывают движение, и не так уж конденсат выходит. Вот. Поэтому удобнее, мне кажется. А вверху я одевал купил в спортмастере куртку горнолыжную именно. Вот, слой он вообще толстый такой, армированный. Есть же целлофаны армированные в теплицах. Ветрозащита, да? Ага, вот они, вот эти куртки, они ветрозащитные. Вот, они не пропускают, и поэтому там всегда тепло. Вот. И капюшон обязательно надо одевать, и капюшон должен быть высокий. Здесь, например, у меня куртка вот такая, и у меня вот только вот так выходит, глаза только. И у меня здесь образуется теплый воздух, и здесь я дышу. И здесь получается баф. Баф иногда я натягиваю до сюда, иногда отпускаю, смотрю тоже. От темпа тоже зависит. А здесь для того, чтобы образовался какой-то теплый воздух, да, теплый воздух. Ага, да? Да. Некоторые уходят вот без капюшона, да, у них вот чисто вот так, и вот здесь баф натягивает. Здесь, во-первых, он намокает, да, вот, и дышать сложнее. Да, ты потом открываешь, а это вредно же тоже. Да? Тоже это холодный воздух, тоже это тоже нехорошо. Поэтому вот я выбрал вот с капюшоном. И вот здесь у меня теплый воздух, и здесь я дышу. Это тоже надо, самому надо тестировать одежду, смотреть. А на ноги что одевать надо? На ноги я одеваю обычные кроссовки летние. Я беру кроссовки на размер больше. На размер больше. И сверху обычно одевал раньше обычные носки шерстяные, сверх кроссовок. А потом вот сейчас в последнее время продаются велобахилы. Они очень удобные, натягиваешь, и вообще ноги не мерзнут. Еще хотела бы спросить, да, про зимний бег. Как сказать, о дистанции, как вот увеличивать и время пребывания на холоде. Это вот важно? То есть начинать надо с осени, как вы говорите, да? То есть чтобы тело адаптировалось под... Я даже не заходил. Я с осени начинал бегать на улице. Круглогодично, получается, я на улице бегал. Вот. Если, например, человек, который вообще не бегал на улице, сейчас вот побежит в такую погоду, это же будет для него фатальная ошибка. Тут тоже надо постепенно начинать надо. Тоже можно сначала пройти 30 минут, потом 40, постепенно тоже прибавлять, подготавливать организм тоже так же к холоду. Вот я, например, смотрю на Таню, Таня меня очень вдохновляет. Она же до сих пор бегает на улице, Таня. Ты же до сих пор бегаешь на улице. А сейчас за окном сколько? Минус 41 сегодня, по-моему, 42. Но ты бегала в минус 38, по-моему, ты говорила, да? Да, вот у себя в блоге Таня вылаживает, как раз как она бегает зимой. Завтра я тоже собираюсь
на улицу пойти бегать. У меня 40 километров. Вау, на улице, да? Тоже на Жена? улице. Тот раз, те выходные я тоже 40 пробежал, но я там взял мало гели. Не хватило питания, Ага. да? Питание, вот я когда на длительные выхожу, я обязательно беру гели. Каждые 10 километров я кушаю гель. У меня завтра 12, мне тоже надо. Ты же долго бегаешь, поэтому хотя бы один гель взять на половину дистанции. Есть, тогда у тебя будет тренировка уже, ну, грамотная. Обычно вот силы же покидают после этого. Тем более, если ты бежишь 2 часа, там 3 часа, все равно же организм устает, поэтому надо кушать. Ну вот, Таня, расскажи про свой опыт зимнего бега. Ты же вот в этом году начала как раз и бегать, и сразу на улице. Ну вот именно, ты не заходила там в октябре и в ноябре в манеж. Ну, то есть ты бегала в манеже с тренером, но какие-то длительные ты же делаешь в парке. По утрам, кстати, в 5:30, по-моему. Вот расскажи про свой, как ты вот начала готовиться, как подбирала экипировку зимнюю. Ну, тоже мне интересно послушать. Я вообще очень долго сопротивлялась, чтобы зайти в манеж. Потом в беговой клуб, когда пришла, мне пришлось просто. И здесь я уже узнала то, что... Я спросила у тренера своего, как мне одеться на улицу, типа вообще в холодные дни, потому что я не думала сама, что я буду бегать настолько холодные дни, но я поняла, что это возможно, и я поняла, что мне это удобнее. То есть мне нужно одеться, просто выйти, пробежать и добежать до дома, типа, и зайти. Никуда не надо ехать, там что-то с машиной делать, потом обратно добираться, вот это вот. Да. Я чисто из-за того, что мне удобно так. Бегаю до сих пор на улице, одеваюсь тоже, вот сколько там, тонкий термобелье, толстое, там, короче, сколько-то слоев. И да, ветрозащитная куртка, это, кажется, очень важно, потому что я тоже бегала в синтепоне, и в какой-то момент уже мерзнуть начала сильно. И сейчас, короче, я нашла какую-то ветрозащитную куртку и бегаю в ней. Это от ситка, да, которая? Да. А ты смотри, Таня в ситке бегает, что ли? Тая, оказывается, она мне, короче, лежала, ну это вообще папы, на самом деле. Она лежала, и я подумала, да, посмотрела то, что, оказывается, они очень сильно ветрозащитные, вот это все, и ну, подумала, надену. И все. Тоже бегаю в белых кроссовках, в летних кроссовках, но они у меня трейловые. Типа с гортексом, с протектором, и пока что тоже не мерзну. Сверху гамаши надеваю. Ну вот ноги мерзнут у меня сильно, поэтому я прям в ватниках, короче, бегаю. Мне нормально. Я медленно бегаю, поэтому у меня ничего не сковывает, ничего. Ну тут тоже от темпа тоже все зависит, одежда, слои тоже. Я, например, у меня темп высокий, 5:20, 5:05, вот примерно вот И это так. еще у вас просто тренировочный шаг, Да, соревновательный. ага. Соревновательный, но еще Да. выше же у вас. Поэтому надо, как говорил, надо экспериментировать под свой темп, одежду тоже так же смотреть. Ну вот я тоже экспериментировала, что-то надевала, что-то понимаю, что холодно, например, в следующий раз еще добавлю слой, типа такого, короче. И вот я всем своим ученикам требую дневник самоконтроля. Вот они все заполняют дневники, и вот там все указывают, например, кто сколько бегал, по какому темпу, по какому пульсу, общее время, вот это. Все они там отражают, самочувствие также вот. И вот сейчас Таня говорит же, на улице бегает, и она там тоже пишет температуру и как она там, например, оделась именно по этой погоде. И потом она все равно в следующем году, например, уже будет смотреть. В эту погоду я одевала сколько-то слоев, например, да, и уже легче, короче, становится. И пульс тоже вот контролируешь именно в дневнике. У некоторых пульс очень высокий, например, и я это корректирую. Надо бежать медленно. А они вам тренируют, вот этот, как сказать, дневничок, они вам показывают каждый день. Да? Ага. После каждой тренировки. После каждой тренировки они заполняют и отправляют мне отчет. Скоростные вот так же делают и тоже так же отправляют.
И я уже, если что, я корректирую там. Что, Все фундаментально, да? Таня же правильно показывает сделали, как раз. неправильно сделали. Ага. Анализ должен быть обязательно. И вот Таня тоже ежемесячно тоже делает свой анализ, например. Каждый вот месяц надо делать анализ, общий анализ, например. Вот она начала, вот, например, когда вот пришла в беговой клуб, да, у нее, например, вот темп такой-то, такой-то, при пульсе таком-то, да, а потом через месяц уже идет прогресс, например. Уже смотришь уже с дневника и анализируешь. Вот. Дневник для этого и нужен. Прогресс, да, сам наблюдаешь, да, Да. с чего ты начал и Да. какой путь проходит. Это наглядно видно и как будто в голове как-то систематизировано и все по полочкам, короче, разложено. Потому что на самом деле человек в своей голове, он же не может держать такой Да. объем, да. Вот я там Ну. прошлый месяц побегала столько-то, и каждая тренировка же была там, где-то интервалы бегали, где-то СБУ, ОФП. Ну ты это все держать не можешь. Действительно, надо вот этот лайфхак, да, можно сказать, да, взять мне вот на заметку, чтобы я тоже. И обязательно для новичков нужен пульсометр с часами, да, чтобы контролировать свой пульс. У некоторых вот нету часов с пульсометром, вот им сложнее. И тренировки идут уже, как говорится, вслепую. Человек не анализирует свой пульс, и через месяц она что будет там анализировать, что будет смотреть, например. Если с пульсометром сразу, вот пульсометр это в первую очередь надо купить, как и кроссовки, да, вот. Это как бы помощь тоже, как бы второй это тренер. База, да? Это второй тренер тоже. Он тоже смотрит этот сон, вот это все, да. Ага. Полностью восстановление тоже смотрим, чтобы этот перетрена не было, тоже вот контролируем. А то этот из 100% у некоторых там до нуля опускается. У меня самого такое было. Кисловодский, вот, акклиматизация есть такое, да, слово. Вот, акклиматизацию надо пройти тоже и при этом смотреть свой этот организм. Это часы специально для этого и нужны. Тоже контролировать внутри. Я же свой организм тоже этот не могу же контролировать иногда. Но часы точно скажут, например. Где-то можно чуть-чуть лайтовую тренировку сделать уже. Как восстановление для организма, да, получается? Да. Вот, и в последние годы мы можем наблюдать о том, что у нас в Якутске стал очень популярен бег. Да, очень много у нас забегов проводится. В прошлом году вообще рекордное количество, по-моему, было, да? Там марафон Авлунхо, Таежные дебри, Якутский полумарафон, который каждый год проводят. И еще какие-то тематические забеги, там Финран, Этноран, онкозабег и так далее. Вот, и у нас в манеже, мне кажется, даже уже не хватает людей, особенно по вечерам я прихожу, и там в Триумфе вообще такой поток бежит огромный. С одной стороны, это же радует, да, но с другой стороны, такое ощущение, что уже как будто бы у нас нехватка манежей, потому что у нас только же Триумф более подходит, да, для легкой атлетики. Да. Там Дохсун, мне кажется, больше футболисты тренируются, да. Вот где-то там на стадионе, вот на Мертуймада манеж, там, по-моему, вообще ДЮСШ уже тренируются, да, все время. Там можно выбрать, да, какие-то, где оздоровительный бег. Ну вот в чем вопрос, да? Хочется спросить, Якутск сейчас становится беговой столицей? Он уже стал или нет беговой столицей? И откуда у наших людей появилась потребность в беге? Вот это вот хочется узнать. Вот когда мы начинали бегать, да, народу вообще было мало. На улице и везде, да, вот стадионы, манежи были почти полупустые. Сейчас вот с тренером, да, мы когда вот начали тренироваться, он же тоже только, мы первые ученики были у него, у Василия Афанасьевича. Громов Вячеслав, Алексеев Роман, я, Зыков Леонид, вот. Мы были один из первых его учеников. И вот оттуда, я думаю, вот, мы тоже в этом плане работали тоже. Тоже мы со своим вот, примером популяризировали именно вот легкую атлетику. Вот, я думаю, тоже наш вклад в этом есть. Вот. И вот после спортивных игр в Бамге, вот,
когда вот тренеры пошли результатом, вот я там, например, занял 2 вторых места после 2 года тренировки, да, вот. Я думаю, это тоже прогресс, да, на Олимпиаде, Да, это большой Якутской прогресс, Олимпиаде. Вот. И вот наш тренер, он тоже вот начал работать, ну, как тренер, да, развиваться вот в этом направлении. И после этого вот уже пошли, ну, подтягиваться любители тоже. Смотрят же, вот, тоже вот Сардана Трофимова тоже, вот она тоже в Да, то кстати. время бегала тоже, ага. Мы у нее тоже вот тоже брали пример тоже, вот. И вот так постепенно вот эти наши работы вот, ну, популяризировали, как сказать, да, вот именно бег. Мы постоянно вот выкладывали свои тренировки, и все вот потихоньку тоже. Как результат типа длительной работы, то есть все вот так накапливалось, и сейчас это уже такой большой снежный ком. И, Летом много же, да? и тогда соревнований было очень мало. Вот таежные дебри тогда были уже. Вот, ага. Они тоже вот помогли. Я там тоже участвовал первый вот, когда они начинались. Это трейл был Ага, же, да? трейл, ага, именно по горам. Вот это тоже очень хороший старт был для нас, ну, для меня лично. Я там стал абсолютным чемпионом тоже. Результатом 5 там соревнований там у них. Да, кстати. Там же они это делятся. разделяется, ага. Там водный какой-то, стихия, там, ага. Огонь, там, да, ага, вот. земля, воздух. Разное время? Разное время. Мгм, У них разное последний- время. Вот. Последний в октябре проводится, да? Ага. Когда уже снег. Да, уже по снегу мы бегали, вот. Сразу выбегали в этот Гресс, туда наверх, по снегу, туда вот, большой маршрут. Вот. Им тоже очень благодарен тоже за то, что они вот именно в то Это время же начали Салтыков, да? соревнования. Салтыков, по-моему. Да, Салтыков, Виктор Салтыков. Вот. Это тоже вот с Василием Афанасьевичем они вместе вот организовали вот таежные дебри. И тогда уже постепенно вот народ, ну, уже подтягивался именно. И потом еще пошло-поехало вот. Так, на чемпионатах республики было очень мало народу, любителей практически же не было. Проводились только чемпионаты. А сейчас очень много забегов же, да? В этом году особенно, да? Чересчур очень много. Да, Даже некоторых не любительских. участвуешь уже. Выбираешь, Вот, да? ага. Поэтому я очень рад, что вот именно легкая атлетика развивается, именно и можно назвать уже беговой столицей, именно вот город Наш Якутск, город. ага, наш город. Да, действительно. Мы очень рады. И мне кажется, что вот из-за того, что как раз проводятся такие забеги, там якутский полумарафон, да, марафон Алонхо, и в центре города же проводится. Мгм. И люди просто идут и видят, кто-то бежит, и понимают, Мгм. а я же тоже так могу, Да. и почему бы мне не Да. попробовать? То есть обычный человек, как бы, я почему-то всегда думала, что бег это для тех, кто в юности идет там в спортивную школу, и все вот эти азы проходят там, начиная там, грубо говоря, там, с 7-летнего возраста, да, когда с Мгм. тренером тренируется. Вот. А я, например, использовала бег раньше только для того, чтобы похудеть, ну, чтобы Мгм. постройнеть, потому что у меня всегда, ну, не скрываю, у меня всегда был лишний вес. И я подумала, вот я хочу как бы быть стройной и спортивной, а бег это как бы кардионагрузка, и я подумала, почему бы и не попробовать. Вот. Но я никогда не стремилась бегать эти забеги, там, и уж тем более даже мечтать не могла, и даже сейчас, наверное, тоже, ну, как-то о том, чтобы на тумбочку залететь, да, как там, просто для себя. А потом смотрю, люди бегают якутский полумарафон, получают за это медаль финишера. Я подумала, а это же хорошо, когда можно пробежать там дистанцию 10 километров или там 21 и получить за это медаль. Это же Да. тоже приятно. А потом Мотивирует, мотивирует, ага. потом вешаешь вот так вот на гвозди, смотришь и думаешь, вот я смогла Да. вот как бы это пробежать, да? Вот. Такой вопрос от меня, кстати. Сейчас же говорят, то, что бегать начали люди 30 плюс, 35 плюс из-за кризиса среднего возраста. Что вы думаете насчет этого? Есть такое, ага, не скрываю. Почему-то все ну, в молодости все, ну, гуляют там, отдыхают, да. А после вот 35 лет, 40 уже начинают следить за здоровьем. И у нас сейчас как раз вот идет же такая именно вот работа именно в этом плане, да. Вот забеги, и они же тоже не хотят отстать. Это как бы мода сейчас стала, да, бегать. И сейчас
на всех соревнованиях вообще очень много народу. По всей России, да, там до 50 тысяч народу в один забег выходят на старт. Это же вот тоже радует. И наши вот якутяне тоже выезжают на Россию, например, на какие-то старты, да, вот московский марафон, казанский марафон. Это же тоже очень хорошо. Хотя Занимают места, занимают места, да, для нас на Олимпиаду. пятикратная, да, Чемпионка. участница Олимпийских игр, вот это все мотивирует, вдохновляет. И тем более она же не занималась, да, по-моему, с детства? Или она занималась с детства? И она занималась, она тоже, это институт физической культуры и спорта, ну, ниже меня курсом была, тоже тренировалась. Но это же они тоже, получается, как бы полупрофессионально же, да. А здесь сейчас именно любители, вот. Уже там тоже нужны тренера, вот сейчас как раз вот мы как раз тоже вот тренера, нас становится все больше и больше, да. Потому что, ну, спрос есть, люди тоже идут, хотят заниматься. Кто-то, у всех же разные цели, кто-то похудеть, кто-то сначала похудеть, потом уже на соревнованиях уже, да. Вот. Это же тоже радует очень. А кто-то хочет там участвовать, да, в соревнованиях и побеждать даже, Да, наверное. да. И такие, Уже да, у всех постоянно аппетит вот растет. аппетит растет во время, как говорится, еды, да. Вот, и вот постепенно они тоже вот с годами, самое вот главное выносливость, да, быстро теряется, ее надо постоянно круглогодично поддерживать. Вот только тогда у нас будет результат. Вот мы, например, с 2017 года мы беспрерывно вот тренируемся. У нас нету такого, что мы там зимой отдыхаем. Мы зимой набираем объемы, чтобы потом летом выиграть крупные соревнования, например, да, вот. Кто-то уже на мастера. Сейчас мастеров очень много становится, вот именно на длинной дистанции. В этом году уже как раз вот любительница, да, Татьяна Артемьева, как сказать, вот как раз воспитанница, да, тоже Спиридонова Василия Афанасьевича. Она же заняла, получается, Второе второе место на беге на 100 километров Да. и получила мастер спорта международного. Выполнено. Да? Выполнила, да? Норматив. Сейчас вот мастеров, международников очень много становится. У Василия Афанасьевича. Тоже вот. Постоянно, вы видите, этот прогресс, это прогресс же тоже, и результат его работы тоже. Эти, Да. дистанции на 100 Ультрамарафонские дистанции, 100 километров. Вообще в голове не укладывается, как можно пробежать 100 километров. Я раньше тоже так говорил. Василий говорил, я хочу преемника, да. Вот. Когда вот после барагонцев спортивные игры, которые проводились в 2022 году, я там на марафоне занял первое место, 42 километра. После этого я спросил у тренера, до этого я спросил у тренера, я тоже хочу 100 километров, ну, типа созрел уже, хочу. А он сказал мне, после марафона посмотрим, типа. Потом после марафона я там занял первое место, и вот Василий говорит, надо тоже попробовать. Вот. В тот год я поехал отсюда, работал и тренировался. Вот 4:45 я уже выходил с дома и пробежал до 8:30 я уже делал тренировки 35 километров. Вот. И потом спокойно ехал на работу. Вот. И это тоже есть заслуга семьи тоже. Семья должна поддерживать. Вот, жена меня постоянно вот, перед работой готовила завтрак. Я быстро заходил, принимал душ, покушал или иногда даже не успевал. Я просто, она готовила там, положила там посуду, и я все забрал и на работу летел сразу. Очень важно иметь вот именно поддержку семьи. Именно вот такую, да? Да. Домашний очаг, да, кто греет, кто ждет тебя, кто поддержит твой путь. Да, поэтому семье очень благодарны, что поддерживает нас в наших начинаниях и так далее.
А вот где вам нравится больше всего бегать? Вот что для вас идеальный маршрут? Это вот где-то городской парк, где-то сопки на природе, да, где много свежего воздуха, или вот в городе можно просто где-то вот на набережной, на окрестностях побегать? Ну, в основном я люблю бегать на улице, по окрестностям. Ну, маршруты я создаю уже по ходу движения уже. А то есть бежите и думаете... Парк для меня уже маленький стал. Я через парк ухожу на Объездное шоссе. на объездное шоссе, Вилюйский тракт и вот по окраине города. Вот сейчас я так, например, бегаю. А летом мы бегаем на Вилюйском тракте. У нас именно воскресенье длительный проходит для всех бегунов города Якутска именно там, в Вилюйском тракте. Это Мекка бегунов, да? Мгм. Воскресная Мекка, да? Да, воскресный лом. Воскресный лом, да? Все там собираются. А я вот в этом году бегала вот на озере Сайсары, где вот новая набережная у нас появилась вокруг озера Сайсары. Мне там очень нравится бегать. Вот, хотя от меня это далеко, я вот выбегаю на Чернышевского, бегу в сторону Бекетова, потом через Талое озеро, потом Студенческий, и вот выбегаю на Сайсарское озеро. Ага, и это у меня 10 километров туда-обратно. Ну, получается, туда где-то около там 5 и обратно где-то 5. Ну, домой добегаю уже 10 километров. Вот, и там очень сильно загазованный вот воздух, мне кажется, у нас в городе, особенно по вечерам. Да, есть такое. Ага. Поэтому Это вот, вредно для организма или не вредно? ну, говорят, исследования показывают, что если бегать в городе, то это вредно для организма. Ну, поэтому мы обычно бегаем, где мало машин, там, вот выбегая туда, Чочурмуран, в сторону Чочурмурана, где мало машин. Многие по асфальту ездят, Да. а вот там же на набережной. На набережной там, еще вот Бетон еще есть. этот поверхность, да, вот где мы тренируемся, должна быть мягкая поверхность. И кроссовки хорошие должны быть, амортизирующие, чтобы травм не было, избежать травм. Там же бетон же, Да. а бетон самый твердый, То есть чем надо асфальт даже. подбирать Ага. именно под асфальт с пеной, да? Да, Кроссовки, ага, да? кроссовки тоже надо выбирать, чтобы подошва была амортизирующая. Некоторые вот зимой, например, вот Nike, я когда тестировал, да, Nike, они быстро замерзают. Минус 20 они уже становятся Дубовые, да? дубеют. Вот сейчас я бегаю в Бумае, они очень, они пена же, он вообще не замерзает, оказывается. Вот, удобно. Да, есть. В найках пена. У меня в найках пена, говорю. Да. Да, она замерзает? Нет, нормально. Но если пена, то нормально. Вот некоторые, они же не пена же. Это если тонкая Там подошва имеется в виду, Ага, да? Тогда она быстрее замерзает. Да? Ага. То есть надо брать как минимум побольше, да, получается. И чтобы была пена именно, он не замерзает. А у вас есть какие-нибудь ритуалы, может быть, перед стартом, перед какими-то забегами большими? Перед большими забегами, стартами, да, вот именно на 100 километров, если взять, или марафон, мы делаем безуглеводную диету за неделю. Начинаем делать безуглеводную диету, исключаем углеводы. Чисто 3 дня белковая загрузка, а потом начинаем уже новыми углеводами. Тогда в печени гликоген запасается. И потом на марафоне, на 100 километров он помогает, запасается организм. Из-за этого И обязательно перед стартом разминку обязательно делаем. Скоростные, ускорение делаем обязательно тоже. Это обязательно. Можно сказать, ритуал, да, для всех бегунов. Хоть и не пробег, да, но про как они называются, айронмены всякие. Говорят же, перед стартом в воду, например, да, они плавают где-то, потом только еще, стартуют. Разминку тоже делают, наверное. Такое слышала. Тоже делать, наверное, скорее всего. Это еще с костюмом связано, что ли?
Чтобы он прилегал плотнее? Проверяет, может. Но Да. я думаю, это разминку тоже делает все равно. Я в этом году пыталась сделать этот триатлон на Вилюйском тракте. Я на велосипеде, получается, ну мы поехали с мужем на машине, он вытащил велосипед, и я с 16-го километра до 20, по-моему, до 35-го километра, до 36-го я решила 20 километров Там этот проехать. кафешка же Где есть. кафешка? Ага. До туда на велосипеде поехала. У меня простой горный велосипед был. Вот до туда доехала, потом погрузили велосипед, я одела кроссовки и побежала, короче. А потом чувствую, что я вообще после велосипеда уже да. не могу бежать. Да, это Уже другие мышцы. Другие мышцы. Да, работают. Я уже чувствую, что я вообще... И я пробежала где-то километров 7. Я говорю мужу, все, я не добегу. А я должна была с 35-го, с 36-го добежать до Кенкиме 46, там, где речка. А что-нибудь Там- кушала? А? Что-нибудь кушала? Нет. Гель? Ничего не Да? было. Чисто, Ну, на это воде, неправильно. чисто на воде. Ага. И я чувствую, что вот ноги после велосипеда уже забились, уже мышцы не те. И уже бегу, я говорю, все, по-моему, триатлон не этот. И сели в машину, поехали до этой речки, я чуть-чуть поплавала. Такая, ну ладно, вот на этом мой триатлон закончился. Тут тоже питание тоже очень важную роль играет. Именно. Вот на велосипеде тоже вот идешь, и тоже они же гели едят. И это, ага. Очень важно, по-моему, выстроить грамотную это, когда на каком километре кушать, сколько там гелей. Не простую воду пить надо, а именно вот солевую. С электролитами, да? Да. которые- Или вот обычный регидрон. Мы обычно вот на 100 километров готовим бутылочки такие маленькие, 0,2 же есть, 200 миллилитров. Вот этот готовим чуть-чуть, там 3 глотка, зато много готовим и на ходу пьем воду, регидрон. А там что? Ты- Регидрон, ага. Он такой невкусный, оказывается. Судороги это вообще страшно. Лучше его не почувствовать. Лучше это. Лучше пить Да, лучше пить Это же регидрон. можно сойти же с дистанции же вообще, Да, да. если начнутся судороги, да? Вот на 100 километров питание тоже очень важную роль играет. Если неправильно поел, ты уже не финишируешь. Спот уже. Короче, нужно и головой бежать, и телом. Где что надо кушать. Самое Просто главное. я подумала, что такая дистанция небольшая, там 20 на велосипеде, это же мало на самом деле. Потом 10 бежать, я думаю, ладно, пробегу, а там поплавать, и как бы вот мой этот, я подумала, это мало как-то, и поэтому пренебрегла этим моментом, на самом деле. Ну, в следующий раз уже будешь знать. Было. Жарко было, кстати, я еще по пеклу там 3 часа дня, а это было там плюс 25, по-моему. Я такая думаю, о. Говорят же, то, что типа ты кушаешь гели либо когда бежишь больше 10 километров, либо когда жара тоже. Нужно Что с потом кушать, пить, все. На длительные гидраторы. Ага, с рюкзак. рюкзачки. Ага, оттуда вот пьем, например. Регидрон. В этом году на И марафоне здесь тоже получили. тоже 3-4 геля обязательно. Кстати, да, жилетка же прикольная на Олонху. Ну, я думаю, в следующем году сделаете. Да, надеюсь, буду стараться. Потому что на самом деле я же тоже на велике катаюсь, на велосипеде. Вот по ходу мы ездим большой круг, средний круг по республике. И поэтому я как-то подумала, велосипед справимся, главное пробежать. Вот, а уже что-то... А ты должна заранее же начинать кушать, чтобы потом это не дойти до этого, да, Когда уже... состояния, что уже организм уже будет уже Стой. на грани, да, а потом ты будешь ее кушать. Это уже неправильный подход. А надо постепенно, чтобы до такого не дойти. Так, ага. Чуть-чуть, вот организм, например, у меня, например, дает вот сигнал, например, надо кушать. Я достаю и начинаю кушать. Оп, и все дальше потом. Потом опять начинает там сигнал давать. Шуп, опять закидываешь. Как в баньке, например, дрова же подкидываешь, тогда температуру держишь. Здесь такая тоже система. Если попроще рассказать, да, вот. Вовремя надо подкидывать тоже. Дрова, да? Ага, да. Печку. Вот, и вот еще один вопрос. Если бы можно было прокачать одну беговую способность чит-кодом, что бы вы выбрали? Скорость, выносливость или восстановление? Вот что можно прокачать, если одну беговую способность?
Ну тут одну никак не получится. Все это вместе. Сначала скорость, выносливость и в это же время восстановление тоже. Обязательно. Без этого никак. Короче, одно без другого никак не. Понятно. А бывают ли у вас периоды, когда бег надоедает, и что помогает, короче, снова вдохновиться как-то? Такого никогда не было, чтобы надоедало. Всегда, ну вот от цели зависит тоже. У меня, например, цель сейчас выполнить международника. И я этому, ну, иду потихоньку. Поэтому у меня такого не было, что вот бег именно для меня надоел. Да, это уже, наверное, от дисциплины тоже зависит. И если ты делаешь то, что ты любишь, как это может быть? Да, Особенно есть, если ты да. подходишь это грамотно, с Да, планом. главное грамотно, по плану все делаешь, тогда такого нет. Если вот про витаминизацию, вот это тоже чуть расскажу, да, вот. Самое главное вот для меня тоже, да, как тренера, в первую очередь это здоровье, состояние, анализы, вот это. Я, например, у них требую, например, ну, анализы сдать, смотреть анализы, как состояние, да. Вот именно вот 3 направления именно вот здесь. Первое это медицинское, психологическое и вот тренировочный процесс. Если вот медицинского не будет, вот тренироваться бесполезно, например. Поэтому вот это тоже надо учить. Вот. И вот психологическое тоже, например. Вот, например, Таня, например, так скажем, сразу же 20 километров не побежит же, постепенно это тоже какой-то там преодолевать эти другие дистанции, более от простого сложного, так скажем, да, например, 10, потом постепенно тоже прибавлять. И она психологически тоже к этому готовится. И также вот эти старты, например, соревнования, она же сразу не побежит там чемпионат республики, например, да, а постепенно вот тоже соревнования, вот маленькие соревнования, вот это тоже психология тоже развивается постепенно, вот, укрепляется вот это тоже. И чтобы такого не было, потом она же шок возьмет, например, сразу выйдет куда-нибудь и скажет, все, это я не могу, оказывается. Бег не моё, да? Не мое, скажет. Тоже это надо учитывать этот момент, тоже не упускать. А есть же люди, которые берут, такие встают и бегут марафон. Просто, да. А потом после этого они Никогда в жизни к бегу не приходят. получают шок, организм шок получает после этого. Конечно, потом они скажут, бег не для меня, скажут. Такие есть очень много. Просто, видите, не подходят серьезно к этому. Бег же он, по идее, вроде простой, да, выйдешь бежать, а по идее это целая наука же. Подход очень. Вот про витаминизацию, вот витамины, например, мы должны все равно организм же этот восполнять витаминами. Ой, как много принесли. Ну вот хотел просто показать то, что вот я, например, принимаю, да. После вот тренировки вот БЦА я принимаю для восстановления мышц, для быстрого. БЦА для БЦА. восстановления Ага. мышц, Тренировки? Нет? Это после тренировки. так? После тренировки, быстро. Это БЦА. Так, сейчас расскажу про витамины, да, которые вот я принимаю. Вот омега-3. База. Вот омега утром. Это D3 плюс К2. Калий, да? Так, потом вот витамин С, это принимается железо. Железо. Это железо же нужно поднять, например, если оно низкое, и поддерживать потом всю жизнь, да? Если мы не будем, вот анализы, да, я про анализы же рассказывал. Анализы мы сдаем, потом мы смотрим вот эти и поддерживаем. Вот. Ну, есть разные методы. Кто-то капельно, потом просто таблетками чисто поддерживает.
Я Это- уколы принимала железо. Да, да. Уколы или этот капельница, да. Потом вот этот перед сном за час этот магний. Обязательно. Тут магний тоже разделяется цитрат, там, туарат и так далее, да. Это, например, для сна, например. И расслабление мышц Мгм. тоже идет, да? Ага, вот это. Обязательно надо магний пить тоже. Цинк вот для поддержания тестостерона тоже вот. Это железо. Это железо принимаем с витамином С для усвоения. Просто железо не принимают. Ага. И обязательно с витамином С. А этого омега и вот D3, да, они это жирорастворимые. Их надо принимать утром жирной пищей. Например, у нас это яичница, там, сало и так далее. Вот тогда она усваивается для организма. С кашкой он не пойдет. С овсянкой не Да, идет, да, не идет. Он не растворяется, будет там ходить. Но это плохо тоже, если не усваивает. Уже это надо учитывать. Так много нюансов, да? Нюансов Всё очень надо. много. Ага. Вот. Ну, это самый базовый минимум, как говорится. И после тренировки мы обязательно вот Базовый минимум после 30, да? мазь вот именно тайский после физических нагрузок для восстановления мышц. Тайская мазь. Ага. Именно вот этот оранжевая. Ну, это же проверено. Мы все Она на поняли. змеиной, да? На чем? Да, вот имбирная. На корне имбиря, да. Ага. Это после тренировки мажь, получается, вот отсюда вот именно с тазобедренного сустава полностью всю ногу мажь. Это для чего идет? Охлаждающим эффектом. Она жестко холодит. Быстрее восстановление идет. Да? Такой-то, ну, боли в мышцах нету, быстро восстанавливает, поэтому ну, ты уже готов на следующей тренировке уже. А БЦА вот после каждой тренировки пьем, тоже для быстрого А восстановления. БЦА же тоже есть какие-то хорошие, плохие. Вот. Мы выбираем вот именно импортные БЦА. Можно посмотреть, да? Как выглядит? Это БЦА ваша, да? Мгм. Амино. Ну вот БЦА надо тоже, это постоянно одну не пить, да, одну фирму. Я постоянно меняю БЦА. Например, я этот закончу, потом я куплю уже другой, именно не такой. Чтобы организм не Да, привыкал, не привыкал, тоже есть такой. Ну, совет, да, всем. Постоянно надо менять БЦА. И еще также принимает изотоники после тренировки для поддержания солевого баланса тоже. Кто-то регидрон. Мы, например, пьем регидрон. У меня вот изотоник закончился. Вот. Сейчас принимаю этот регидрон. У меня муж сам делает этот, как сказать, изотоник. Он берет воду, лимон туда, сок лимона, соль, по-моему, и сахар чуть-чуть. Так делает. Мед еще. Я тоже Мед не, да, Мгм. делает. И это такой вкусный напиток на самом деле. Да. Вот он мне дает, когда я бегаю якутский полумарафон. Он мне вот так дает, как какой-то спортсмен. Мне кажется, я вообще какая-то Не, это профи, правильно, да. правильный Я подход, пью, да. потом, короче, даю ему и этот, дальше бегу. Вот, и Если вы будете, да, вот контролировать именно вот этот, да, процесс и вот вовремя принимать, тогда у вас таких, ну, вы не почувствуете такие вот боли, например, судороги. Например, вот спишь ночью, да, начинают ноги сводить, ага. Это из-за того, что вот соли выходят после длительных кроссов с потом. Все микро-макроэлементы выходят, и из-за этого вот начинают вот, ну, судороги там, что-то, ну, боли, короче. А вот с пищей можно получить все вот это вот? Или это, Ну, да, как бы по идее с нет. едой? Нет, да? Ага, недостаточно. Ага. Вот именно для спортсменов, например, вот у нее дозировка тоже, ну, другая же, чем в аптеке. В аптеке, например, у них граммовка маленькая, а здесь именно для спортсменов, кто занимается вот интенсивной тренировкой, например. Поэтому вот так надо. А как вообще, есть спортивные врачи, наверное, да? К которым можно сходить, и они посоветуют. Да, вот я именно На в основании сборной анализа. республики Саха-Якутия, у нас в Триумфе есть именно спортивные врачи. Вот они именно, ну, назначают нам.
И я вот, ну, делюсь со своими учениками тоже вот. То, что я сам пью, то, что я сам через проходил, вот это я передаю своим ученикам. Ну, чтобы у них такого не было состояния, чтобы они потом судороги начались или что-то, например. Ну, в жизни и также вот именно на соревновании, чтобы такого не было. Вот. Действительно, все в комплексе, да? Все Да, начинается да, со здоровья. Да. Если Именно в здоровье- первую очередь здоровье. Надо смотреть здоровье сначала. Вот. Спасибо большое, Александр, что сегодня вы к нам пришли. Было очень интересно, познавательно. Вот. Будем применять. Я вот для себя открыла очень много нового сегодня. Вот. Спасибо, что согласились, столько всего принесли, рассказали. Вот. Желаем вам успехов в спорте, чтобы вы достигли своего главного, вот этого главной цели, да, это мастера спорта международного класса, да. Спасибо. Вот, чтобы ученики вас радовали, ваши ученики следовали за вами, тоже достигали высоких результатов в беге. Спасибо большое. Время быстро пролетело, да? Время вообще У меня что-то другое кажется. Потому что у меня тут 12-й про вот это вот, про марафоны. Нет, 14-й мы, по-моему, брали. Нет, у меня как